Российские бомбардировщики теперь летают в Сирию из Ирана. Новость вызвала разную реакцию по всему миру. В том, что это успех Москвы, уверены многие. А вот хорошо это или плохо, мнения разделились. Это действительно новый уровень сотрудничества и новые возможности в борьбе с террористами. Это удар не только по террористам, но и по всему раскладу сил на Ближнем Востоке. Это явный удар по самолюбию США. Это усложняет и без того сложную ситуацию. Российские медиа о новой базе для бомбардировщиков говорят будто об олимпийском достижении. Быстрее, эффективнее, дешевле. Раньше тяжелые тушки летали в обход из Северной Осетии, тратили солидные запасы топлива и могли взять на борт не более 5-8 тонн бомб. Находясь в Иране, они могут брать предельную бомбовую нагрузку порядка 22 тонн. С аэродрома Хамадан они взлетают с полной боевой нагрузкой и меньше чем через час сбрасывают десятки бомб на объекты террористов. Цель обстрелов исключительно террористы, настаивают российские СМИ. Но их оппоненты уверены, атаки нацелены на противников Башара Асада, и в результате страдает мирное население. Москва настаивает, что бьет по ИГИЛ. США не согласны. Путин против только тех террористов, что мешают его террористам. Они проводят ковровые бомбардировки Сирии. Именно для этого им нужно перевозить как можно больше бомб. Дело не только в поддержке режима в Дамаске, согласны и российские и зарубежные СМИ. Москве удалось договориться с Тегераном и заполучить нового стратегического союзника в регионе, теперь уже на официальном уровне. Впервые Иран разрешил другой стране воспользоваться своей территорией для военной операции. Иранцы – фанатичные националисты. Они никогда никому не разрешали действовать на своей территории. Это политический прорыв. Иран, надо сказать честно, очень трудный переговорщик. Для российских федеральных СМИ договор с Ираном – победа в военной дипломатии лично президента Путина. Американские медиа, разумеется, беспокоятся. Можно говорить фактически о сложившейся антитеррористической коалиции: Россия, Сирия, Ирак и Иран. Москва, безусловно, выигрывает. Это ответ влиянию США в регионе. Мы должны там присутствовать и наступать на пятки американцам, чтобы они не думали, что Ближний Восток – это их вотчина. Это наша вотчина. Военное сближение Москвы и Тегерана – стратегия на годы вперед с экономической подоплекой, уверены в мировых СМИ. Возможно, Москва пытается подмять под себя нефтепроводы, предполагает Fox News. Возможно, главная цель – мировой рынок нефти. Российская экономика страдает от дешевой нефти и санкций, поэтому Путин пытается поднять мировые цены на нефть. Один из способов – взять под контроль нефтепровод, идущий из Ирана через Ирак и Сирию. В США в преддверии выборов президента медиа, поддерживающие демократов, хоть и обеспокоены, но утверждают, ничего особо страшного не случилось. Если Россия надеялась вывести США из себя, используя иранскую базу, американские чиновники говорят, у нее не вышло. Прореспубликанские СМИ спешат объявить, Белый дом потерпел сокрушительное поражение. Россия, запускающая с иранских баз бомбардировщики, которые пролетают над Ираком, это демонстрация полного провала политики Обамы. Единственной страной, кто в жарких медийных спорах решил не участвовать, оказался сам Иран. Госканал этой страны явно скуп на сообщения, а тем более комментарии об использовании своей военной базы иностранными самолетами.